Здравствуйте, в эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова и коротко о главном. Сейчас, во времена всеобщей глобализации, когда проблема исчезновения языков, национальных языков стоит очень остро, очень хорошо, что у нас есть такой праздник. Сегодня в Северной Осетии отмечают День остинского языка и литературы. Традиционные праздничные мероприятия прошли по всей республике. Со своей стороны Центральная избирательная комиссия готовит то необходимое оборудование в виде кабин, увеличительных стекол, дополнительного освещения. В Северной Осетии начинается подготовка к предстоящим выборам. Осенью жители Владикавказа определятся с теми, кто войдет в новый состав собрания представителей Владикавказа. Также глав выберут в Чекале и Дегоре. Для всей нашей страны это очень важно, чтобы поднять всех героев, чтобы помнить их имена. У Ильхотовских ворот в течение 4 месяцев будут идти поиски солдат, погибших в годы Великой Отечественной. Место выбрано не случайно. Именно там в 1942-м шли ожесточенные бои. По официальным данным, под Ильхотово погибли 24 тысячи советских и немецких солдат. Сегодня в Северной Осетии отмечают День остинского языка и литературы. Праздничные мероприятия прошли по всей республике. В пантеоне Остинской церкви возложили цветы к могиле основоположника остинского языка и литературы Костахи Тагурова. Сегодня же лучшим работникам средств массовой информации, которые пишут на остинском, вручили премии. А в центре города организовали фестиваль ко дню родного языка. Для каждого человека, для каждого осетина, я думаю, не только для Остина, для каждого человека, живущего в Осетии, День родного языка – это праздник очень большой. Мы прекрасно знаем, что и жители других национальностей в нашей республике, многие прекрасно говорят на остинском языке. И очень приятно, что сегодня здесь и руководство республики, и дети маленькие наши, которые прекрасно изъясняются на родном языке. Сейчас, во времена всеобщей глобализации, когда проблема исчезновения языков, национальных языков стоит очень остро, очень хорошо, что у нас есть такой праздник. Более подробно о том, как отпраздновали важный для республики день, смотрите в остинской части выпуска. Северная Осетия готовится выбирать. Сегодня в республиканском ЦИКе рассказали журналистам и представителям политических партий, что нас ждет в единый день голосования. В этом году он выпал на 8 сентября. В Осетии пройдут сразу 8 избирательных кампаний. Самая крупная – выборы депутатов Владикавказской гордумы. Интерес к этой кампании особый. С одной стороны, обновленное собрание представителей выберет председателя, который вместе с тем становится и главой города. С другой, именно Гордума назначает главу администрации Владикавказа. Интрига осени как раз в том, кто возглавит Гордуму и кого назначат главой администрации. Сейчас эти посты занимают Махарбек Хадарцев и Борис Албегов соответственно. Как сообщила председатель ЦИКа Жанна Маргоева, из 32 депутатов 16 выберут по партийным спискам. Еще 16 по одномандатным избирательным округам. Выборы пройдут и в сельских поселениях. В Чекалинском и Дегорском будут определяться с новыми главами. Председатель Центра избиркома отметила, в избирательной кампании смогут участвовать 35 региональных отделений политических партий. Всего в день голосования откроется 145 постоянных избирательных участков. Из них 127 во Владикавказе. По словам Жанны Маргоевой, каждый участок оборудуют по всем правилам. Установят системы видеофиксации, 66 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Создадут условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы сможем говорить о сроках назначения этой кампании. У нас уже минимальное количество участков расположено на вторых этажах зданий. Мы предполагаем, что администрации районов проделают ту необходимую работу, которая позволит беспрепятственно посещать избирательные участки любым категориям избирателей. Со своей стороны Центральная избирательная комиссия готовит то необходимое оборудование в виде кабин, увеличительных стекол, дополнительного освещения, которое позволит реализовать свое избирательное право каждому избирателю.
Почти 380 миллионов рублей составил профицит бюджета в 2018 году. Это впервые за последние годы. Министр финансов Касполат Бутаев накануне отчитался об исполнении бюджета на заседании правительства. В результате выяснилось, что денег оказалось больше, чем нужно. Как объясняют эту ситуацию в профильном министерстве, давайте послушаем. Если рассуждать с экономической точки зрения, то наличие профицита, может быть, в какой-то мере говорит о том, что мы не своевременно исполнили какие-то свои обязательства первоочередного характера. В основном это социальная направленность. Но специфика профицита 2018 года состоит в том, что в конце года появилась возможность, благодаря усилиям главы нашей республики, дополнительно в наш бюджет получить определенную сумму денег. Соответственно, в конце года мы не имели возможности из-за отсутствия времени их израсходовать. За 3 рабочих дня направить, чтобы распорядители бюджетных средств их получили и перечислили на, условно говоря, на расчетные счета конечных получателей, просто времени для этого не было. Вот поэтому сложился профицит. Этот профицит был в первую очередь направлен на погашение сложившихся долгов по социалке. Впервые более чем за 10 лет полностью погашена задолженность по социальным расходам. Это расходы на возмещение затрат жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение, другие направления социального характера. Вектор у нас взят на то, чтобы мы полностью исполнили все свои обязательства в направлении образования, социальной политики, культуры, здравоохранения, спорта. И по всем этим направлениям идет существенное улучшение условий функционирования всех и мероприятий, и организаций, и направлений деятельности. И возвращаемся ко вчерашнему ЧП информации о заминировании владикавказских торговых центров и аэропорта. В республиканском МВД сегодня рассказали подробности произошедшего. Вчера в 16:20 в дежурную часть полиции позвонил сотрудник торгового центра «Арктика». Сообщил, что на их горячую линию поступило сообщение о минировании административного здания во Владикавказе. Такие же звонки поступили о заминировании торговой сети «Магнит» и аэропорта Владикавказ. Здания всех торговых центров сразу же оцепили, людей вывели. Помещения проверили кинологи и саперы. Ничего опасного не обнаружили. Это ЧП за последние дни не единственное. По России прокатилась целая волна ложных сообщений о заминировании крупных объектов. Вчера же спецслужбы эвакуировали учеников 3 нальчинских школ. А в понедельник звонки о якобы заложенной взрывчатке поступали на телефоны полиции в Грозном, Махачкале, Волгограде. И не только юг России под прицелом телефонных террористов. Такие же звонки в Тюмени, Липецке, Ярославле, Чебоксарах. Началось все еще в январе. Тогда телефонные террористы не давали покоя городам от Дальнего Востока до северо-запада страны. Везде одинаковый сценарий. Звонят и говорят о заминировании торговых центров, автостанций и аэропортов. И нигде информация не подтверждается. Следствие установило, что некоторые звонки поступают с IP-адресов соседних государств. По инциденту во Владикавказе тоже проводится проверка. Полиция ищет злоумышленников. При этом напоминает, заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это статья Уголовного кодекса. Преступника ждет штраф. Минимальная сумма – 250 тысяч рублей, максимальная – 2 миллиона рублей. Злоумышленника могут даже лишить свободы. Максимальный срок – до 10 лет. Мы обратились к эксперту, чтобы узнать, что же за беда телефонный терроризм, какие он имеет угрозы и последствия. В нашей студии сегодня эксперт Сослан Сикоев. Он 21 год проработал заместителем министра внутренних дел Северной Осетии и более 40 лет в системе МВД. Причем самые непростые годы с 91 по 2012. Тогда республику, да и страну лихорадили теракты. Сослан Иванович, здравствуйте. Серия ложных вызовов о заминировании проходит, как правило, волнообразно. В каких годах эти тенденции были особо сильны? Во-первых, добрый вечер, дорогие телезрители. Но взять с 1 января по 31 декабря такой статистики в принципе не существует. Некоторые это связывают с весенним обострением, психологически, психически. Это, в общем-то, я не склонен разделять эту позицию. Оно происходит, в общем-то, постоянно. Постоянно происходит и отвлекают силы и средства органов правопорядка. Правильно, что сегодня
наравне с технической оснащенностью вообще правоохранительных органов, технической оснащенностью, большим шагом в науке, в технике, все сложнее стало правоохранительной системе выявлять эти преступления. Хотя вот вчерашняя ситуация, который ввел в состояние растерянности основную часть населения, это в первую очередь тех, которые оказались очевидцами эвакуации с тех объектов, куда позвонили. Это аэропорт, это торговый центр «Арктика». Вы знаете, я все-таки склонен, и так было при мне, так бывало, и надеюсь сегодня, что в республике та система безопасности, которая дает положительный эффект, пройдет короткое время для них, и они найдут этих злоумышленников, так мягко скажем. Но все трудности появляются потому, что я уже говорил, с учетом того, что все пользуются, и преступники, и непреступники, научно-техническим прогрессом, все сложнее начинается их, в общем, поиск. Я даже не исключаю, что это может быть и формой влияния на нашу жизнь международного терроризма. Это может поступить телефонный звонок с другой стороны. Ну, давайте мы разберемся в нашей маленькой республике, почетной. Люди почему так обостренно реагируют на такие факты? Потому что, к сожалению, Осетия заплатила дорогой ценой за свою безопасность, за свою независимость, за свою свободу. Я тот человек, меня очень трудно экспертом назвать, я человек, который за это 2 или даже 4 десятка отвечал. Пусть люди судят о моей работе, когда я работал, но тем не менее я хочу просто напомнить нашим радиослушателям, жителям, что мы практически имели большой успех вот в борьбе с этим телефонным, мы его так называли, телефонным терроризмом. Можно сегодня смс-ку послать, можно и телефоном, ну, всякие там, можно в Фейсбуке выставить что-то как-то. Ну, люди реагируют. Но не реагировать правоохранительным органам они вообще-то по закону не имеют права. Не имеют права, потому что это достаточно серьезное, общественно опасное преступление. Поэтому и законодатель внес в раздел преступлений против общественной безопасности, общественного порядка. Ну, не просто же так телефонный звонок поступил и отсудили с 8 до 10 лет, я имею в виду максимальный срок. Да. Хотя, если сегодня провести опрос в России и в Осетии, люди бы проголосовали за высшую меру, за пожизненное заключение. Ну, видимо, если так пойдет, то мы придем к этому тоже, к этому, к сожалению. Но вы знаете, опасность в чем? Все это все-таки в конечном итоге направлено на причинение большого ущерба, давайте я скажу откровенно, для причинения больших людских потерь, для причинения больших материальных затрат. Ну вот вчерашний случай мы возьмем, да, вот часто меня сегодня даже спрашивали на улице, а вообще хватает ли сил и средств для правоохранительных органов? Справляются ли? Да, они справляются, они обязаны справляться, и они неплохо справляются, кстати. Я могу, вот вы, Елена, сказали, что я 40 лет проработал, и я имею возможность сравнивать сегодняшнее состояние безопасности и с той безопасностью, которая была даже 3, 4, 5 лет тому назад. Ну вот по вашему опыту все-таки, кто звонит и какие цели они, эти люди, преследуют? Я думаю, что эта цели преследуется определенной. По-всякому, конечно, пока преступника не найдешь, ты мотивы не узнаешь. Хотя вообще в жизни нам известно, это посеять страх, это вызвать панику. Это вызвать неуверенность в сегодняшнем, завтрашнем дне. Но уже же были случаи, когда все-таки находили людей, конечно, которые сообщали. У нас были постановлены обвинительные приговоры. Но здесь, смотрите, вся беда в чем. Особую вот тревогу у нас вызывало, и сегодня у них, я надеюсь, что вызывает у руководителей и вообще у общественности, когда в этот процесс, преступный процесс, вовлекаются несовершеннолетние. К сожалению, у нас бывали случаи, когда несовершеннолетний ушел со школы, позвонил, что школа заминирована. И, кстати, объектами, как правило, являются объектом массового нахождения людей. Вот это представляет для нас, вызывает у сотрудника правоохранительной системы
повышенную степень ответственности, если можно так назвать. Я надеюсь, я думаю, я уверен, что сегодня в системе МВД и ФСБ, в других структурах, эта повышенная степень ответственности присутствует не просто на какой-то миг, что мы пошли проверили, но на этом не прекращается, как многим кажется, проверки. Это все фиксируется, по этому факту возбуждается в обязательном порядке уголовное дело по статье 207 УК Российской Федерации. И оно, в общем-то, расследуется. И я думаю, что это даже и срока давности как такового может не иметь и не имеет. Поэтому это все у министра внутреннего всегда на контроле, всегда. Ну, теперь, видите, но вопрос в чем здесь заключается? Ну, я не хочу пример привести, пример с самолетом Шереметьево. Посмотрите, паника, что наделала. Ушли большие, мы потеряли большие людские ресурсы. Поэтому здесь тоже вот звонящий рассчитывает именно те действия. К сожалению, были и факты в моей практике, когда люди пытались проверить, как действует правоохранительная система. Я не хочу просто много сил перечислять. Посмотрите, органы полиции сами по себе, ФСБ сами по себе, МЧС, органы здравоохранения, жилищно-коммунальное хозяйство. То есть ущерб исчисляется не сотнями, а десятками, сотнями тысяч рублей. Это же все откликается. Это людские ресурсы, это материальные ресурсы, это трата рабочего драгоценного времени. В то время, когда правоохранительные системы могут работать против наркоманов, против раскрывать преступления, они отвлекаются вот на массу таких вот явлений. Суслан Иванович, ну вот вы говорите, что один из способов повлиять на людей – это страх, это паника. Что делать и как действовать в таких ситуациях? То есть кто должен рассказывать, вы знаете, и Елена, работать с людьми? Я бы вот так, пользуясь случаем, обратился бы я к населению. Вы помните 2000-е годы, 90-е, 2000-е годы, когда мы дежурили около домов, по улицам ходили мужчины, женщины, девочки, когда люди сами звонили. То есть я к чему хочу призвать население республики? То есть нам надо опять повысить степень собственной безопасности, степень собственного наблюдения, наблюдательности. Вот идешь по рынку, видишь, что сумка стоит, тебе что трудно? Раньше труднее было, потому что телефонной системы не было, у нас массовости не было, да? А теперь-то это легко наберите, номер соответствующий, и позвоните. Органы правопорядка придут, и не сомневайтесь в этом, нынешней системе контроля, которую установил Михаил Иванович Скоков, министр внутренней по республике, эта система, эта информация, это проверяется от начала до конца, до полной отработки. Если такого не происходит, Михаил Иванович подписывает один документ: уволить из органов за безответственное отношение к проверке по факту низкой проверки, хотите, вот недостоверной проверки информации о преступлении. Я думаю, что это правильно. И пусть сотрудники, мои коллеги, не обижаются, если кто-то попадает под такую горячую, в хорошем смысле, руку, то это, я думаю, что правильно, потому что нам уже не только правоохранительным органам, но и самим нужно повысить свою собственную безопасность. То посмотрите, меня сегодня спрашивали, ну а что надо делать, когда вот, например, в Арктике или в столице, не дай Господь, там в других... Знаете, надо четко выполнять указания тех служб, которые призваны локализовать эту опасность. Оно уже существует, опасность. Секунда, это самодельное взрывное устройство не взрывается, какие-то этапы не проходит, пока это все не взорвется. Он мгновенно, секунда. Мгновенно, секунда. Поэтому правоохранительные органы, вы их простите, если они жестко разговаривают во время эвакуации, то это не просто, чтобы они хотят людей обидеть. Это для того, чтобы, не дай Господь, там действительно окажется самодельное взрывное устройство, которое может террорист привести в действие, чтобы сохранить людей, чтобы минимизировать, если можно сказать так литературно, минимизировать последствия возможного диверсионно-террористического акта. Вот для этого нужно всегда слушать. И я думаю, что нас министр образования и науки нашей республики, уважаемая Башарина, слушает, и, наверное, правительство слушает.
Давайте вернемся к лекциям, к беседам в школах, в детских садах, в наших вузах. Мы почему-то, ну, не хочу я обижать никого. Мне так представляется, что мы немножко потеряли свою собственную бдительность. Я не хочу много примеров приводить. Посмотрите в Израиле, что творится. Я правильно понимаю, что сейчас нужно направить все свои силы на мобилизацию сил не только, чтобы силовые структуры объединились, но и, в принципе, чтобы и в школах, и в вузах проводилась подобная работа. И какой-то комплексный подход к проблеме, потому что если вчера это был ложный вызов, объединив усилия специалистов, объединить возможности нашего населения в обеспечении безопасности, в охране общественного порядка, можно достичь у нас максимального эффекта, во-первых, по выявлению этих фактов, этих лиц, во-вторых, предотвращение возможных, не дай Господь, последствий терактов. Ну, мы надеемся, что все-таки эта проблема останется, как и вчера, просто ложным вызовом и никогда она нас не коснется. У нас в студии был эксперт Сослан Сикоев. Спасибо, Сослан Иванович. Спасибо. А мы продолжаем наш новостной выпуск. Спасибо. Доброго пути вам всем. Все производственные цеха завода «Электроцинк» полностью остановлены. В этом убедилась правительственная комиссия во главе с Ахсарбеком Фадзаевым. Члены комиссии накануне посетили производственную площадку предприятия. Руководитель «Электроцинка» Игорь Хадыка подробно рассказал о том, как выполняется консервация завода. По его словам, условия соглашения между главой Северной Осетии Вячеславом Битарова и президентом УГМК Искандером Махмудовым выполнены в полном объеме. 23 тысячи тонн сырья отгружено на Челябинский цинковый завод. Оборудование выведено из эксплуатации. В соответствии с планом до 30 апреля по информации руководства того завода, в принципе, мы сегодня видели, что все сырье переработано. Склады мы увидели, вот, допустим, коксовый склад, он полностью очищен, в металлургическом цеху склад тоже очищен. На сегодняшний день можно говорить о том, что производственная деятельность прекращена. Нас проинформировали о тех планах, которые завод будет осуществлять в ближайшее время. То есть сейчас проходит экспертизу те проекты, по которым будут производиться процесс консервации. И дальше это тоже займет какое-то время, чтобы это все законсервировать. Вот, с нашей стороны вопросов к соблюдению договоренностей мы не обнаружили. Отдельно комиссия обсудила кадровый вопрос. Сегодня численность работников завода 1220 человек. С 31 мая персонал «Электроцинка» уволят. При этом под сокращение не попали женщины с детьми до 3 лет, матери-одиночки и женщины в декретном отпуске. Всего 39 человек. За ними сохранят рабочие места с последующим сокращением. Работники получат компенсации и выплаты. Чтобы помочь трудоустроиться работникам «Электроцинка», в правительстве создана специальная рабочая группа. В Северной Осетии стартовала акция «Вахта памяти». У Ильхотовских ворот, там, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои и развернуты работы. Военнослужащие 58-й армии будут искать останки красноармейцев, которые до сих пор считаются без вести пропавшими. Если повезет, то удастся установить личность солдат. Чаще всего помогают какие-то личные вещи, медальоны или найденные документы. На открытии «Вахты памяти» побывала и наша съемочная группа. Все подробности узнаем у Хета Гаплиева. Вооружившись специальным оборудованием, солдаты исследуют каждый метр земли. Это не только служащие 58-й армии, но и школьники и юноармейцы. Все они объединены одной идеей – найти останки героев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Один из добровольцев, юноармеец Алан Чемисов, когда узнал о возможности принять участие в такой патриотической акции, согласился, не задумываясь. Говорит, любовь к родине – это главное для мужчины, и ее важно прививать с самого раннего возраста. Для всей нашей страны это очень важно, чтобы поднять всех героев, чтобы помнить их, увековечить их имена, чтобы молодежь помнила, знала и передавала из поколения в поколение эту историю, чтобы мы не забывали ее.
Сегодня вахту памяти торжественно открыли у Ольхотовских ворот. Поисковые работы проводят и в других регионах Северного Кавказа. Участие в них примут около 15 тысяч человек. По словам заместителя командующего 58-й армии по военно-политической работе Василия Зайцева, каждый пришел сюда добровольно. Все военнослужащие, которые участвуют в поисковых работах, они с желанием и с трепетом всегда ждут, когда мы начинаем каждый год поисковые работы. Потому что это история, это память. А человек, который не знает своей истории, тот перестает быть человеком, а каждому военнослужащему тоже не чужды человеческие светлые нотки. Территорию Ольхотовских ворот выбрали не случайно. Именно здесь в 1942 году шли ожесточенные бои. Военные уверены, в этих полях еще немало останков погибших, которые необходимо захоронить. Исследовать 6 точек в разных местах Северного Кавказа поисковики начинают уже сегодня и продолжат до 15 сентября. Военные надеются, что смогут превзойти прошлогодние результаты. Тогда они нашли около 50 останков тел. Хетак Плиев, Хетак Гапоев, Новости Осетии. На этом моя часть выпуска завершена. Передаю слово своему коллеге из остинской редакции Феликсу Бритаеву. Феликс, табовщий. Бужны глена югарман зардабар раттай от набона программы тхайжагзна нафта. Хабар табира фалаюдар баштышты иронов жагма литература и барагбонима. Чешилфаштадарсам фензашту тохисаштай. Нартавал реклама.